Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях создатель проекта «Стоп Пирамида» и Сапа Сауда, которые прибыли к нам в город Алматы для совместной беседы профилактики интернет-мошенничеств совместно с нашим сотрудником Управления полиции Бостандыкского района города Алматы, капитаном полиции, оперуполномоченным Газизом Ауисхановым. И сегодня тема будет наша самой такой актуальной для современного общества. Это проблема и профилактика интернет-мошенничеств, различные виды интернет-мошенничеств, способы совершения. О таком вот актуальной проблеме современного мира мы сегодня поговорим и найдем, какие способы предотвращения данного преступления можно найти, какие способы безопасности, какие меры по раскрытию и так далее. Мы сегодня об этом поговорим с нашими гостями. И хотелось бы сделать такую специфику, то есть мы приехали к нам в южную столицу, и, как сказать, Алмата это все-таки как город студентов можно назвать. И так как здесь такие, именно вот в нашем Бостандыкском районе, в частности мы наш район берем, там есть такие знаменитые университеты, как КАСГУ, имени Сатпаева, КАСГАСа, это такие большие университеты. И, конечно же, абитуриенты уже поступают на грант, они стараются в первую очередь себе найти жилье со всей республики. И вот как это вот получается выглядит? Они, получается, находясь в своих городах, в своих там областях, ну неважно, начинают уже искать себе крышу над головой посредством сети интернет. То есть они листают там, чтобы добраться получше, полегче, не выбирать, конечно, поближе, то есть фильтрацию Бостандыкского района, например, и находят там квартиры, к примеру. И вот получается в этом вот, это такая наболевшая тема нашего города, как мы думаем, что необходимо предупредить всех граждан всей страны, потому что студентов всегда много. Не то, что студентов, это не только студентов касается, но и также это касается других граждан, которые приезжают на заработки, потому что там это мегаполис. Бостандыкский район считается одним из центровых районов, то есть и вот какие вот способы получается, как вот студенты, когда приезжают, либо там другие граждане, что получается в таком случае у нас? Сейчас в данное время нами проводятся разные мероприятия, разные профилактики, беседы с народом, беседы со студентами, разные видеоролики вот создаются по предотвращению этих интернет-мошенничеств. Проводятся беседы прямо возле отделений банков. Сообщаем народу, что нельзя вестись мошенникам, нельзя переводить денежные средства в подозрительные счета. То есть, получается, самый главный вид борьбы с мошенничеством – это, естественно, профилактика, потому что раскрытие таких преступлений, как всем известно, очень сложно. Потому что всем известно, что те же самые злоумышленники, они находятся в разных точках не то что страны, в разных точках мира. Это получается, этим осложняется раскрытие. Но дело в том, что необходимо предупреждать всех граждан. Вот, к примеру, да, вот мы взяли сегодня тему нашей Алматы и нашего Бостандыкского района, в частности, но вообще-то в целом городская проблема с арендой жилья. Вот риэлторские услуги никто не отменял. Лучше заплатить подороже, но уже быть уверенным, чтобы завтра твое жилье было уже у тебя уже в наличии. То есть получается, что люди отдают свои деньги, отдают задатки, отдают авансы, находясь в других городах, а потом приезжают в Алмату, и получается, этой квартиры нету. То есть вот это вот самая главная проблема, никогда не отправлять задаток, никогда не отправлять авансы, никаких брони квартир, потому что арендодатели не ухищряются и они стараются говорить, что на эту квартиру идет очередь, она такая вот в таком районе популярном, очень такая комфортабельная ЖК, необходимо поставить, внести аванс. Я хотел бы добавить здесь, на самом деле, то, что мы видим, очень большой поток людей попадает на мошенничество, связанное с арендой жилья. Также в определенный период времени очень много было жалоб именно с Алматы. Это были в основном женщины в декрете или те люди, которые ищут удаленную работу, но в основном это представительницы женского пола были. Им предлагали работу на различных якобы крупных маркетплейсах, высылали поддельные сертификаты, документы и вовлекали в чаты, где необходимо выполнять задания, якобы проставлять оценки и комментарии. Да. Впоследствии человека хвалили, ты хорошо работаешь, давали ему 5-10 тысяч тенге и переводят его в другой чат, якобы VIP-чат, и там уже идет такая игра, да, говорят, смотри, вот есть холодильник, который на рынке стоит 1 000 000 тенге, ты его сейчас можешь купить за 800 тысяч, потом мы его продадим за 1 000 000, и разницу ты заберешь. И вся вот эта группа, там сидят подсадные мошенники, начинают толкать этого человека к покупке. Скидывают, что уже якобы они какие-то покупки совершили, что холодильников стало меньше. И таким образом очень много людей попало на очень серьезные суммы, да, то есть там, если даже 2 холодильника, допустим, 1 000 000, там какой-то телевизор 500 000, очень серьезная сумма натекала, да. И вот здесь тоже хотелось бы предупредить, что в таком крупном городе, как Алматы, есть и такой вид мошенничества. Также, к сожалению, вчера у меня был разговор, очень, не знаю, как в Бостандыкском районе, авторазборы жалуются, что их фотографии воруют, вставляют, якобы продаются запчасти, с людей собирается предоплата, и, понятное дело, люди предоплату не получают. И здесь абсолютно с вами согласен с тем, что
Если вы видите, допустим, низкая цена аренды на квартиру, которая стоит значительно дороже, да, это первый признак мошенничества, вас хотят заманить в эту историю. Мы уже обсуждали вот с коллегами, а как же все-таки быть? На самом деле лучше заплатить риэлтору какую-то сумму 10, 20, 30% и не иметь потом головной боли, ни жилья, ни денег, да, но зато ты экономишь время, да, идешь на учебу, не ищешь какое-то жилье там и так далее. Вот. Еще мы предлагаем такой вид способа проверки, когда если человек находит на сайте объявлений фотографии, одинаковые фотографии одной и той же квартиры, да, я бы не стал бы здесь уже эту квартиру арендовать, потому что пока ты вычислишь, какая квартира из них настоящая, да, Конечно, очень да. тяжело понять. Поэтому если квартиры дублируются, а контакты разные, здесь стоит насторожиться, и в купе, да, получается, что низкая цена, что вас подгоняют к оплате, потому что якобы очередь на эту квартиру. Если фотографии дублируются на разных аккаунтах и непонятно, кто все-таки хозяин или риэлтор этой квартиры, лучше с такой квартирой не связываться, обратиться в какое-то проверенное риэлторское агентство, соответственно, сэкономить время, деньги и, самое главное, мы уменьшим поток, в частности, обращений в полицию. Почему? Потому что вот такого рода правонарушения, на самом деле, если люди научатся, и это наша в том числе работа их научить, они уменьшат поток обращений в полицию, у полиции, потому что огромное количество по подследственности других правонарушений, да, там правонарушения против личности, то есть всякие приходится преступления расследовать, и уменьшая поток, в частности, по мошенничеству, мы серьезно снижаем операционную нагрузку органов. И тогда органы более качественно могут расследовать другие виды преступлений более тяжкого характера. Почему? Потому что именно вот момент, как вы правильно говорите, информирования людей, когда люди это впитывают и применяют, он несет в себе самую главную функцию профилактики. Полностью согласна. Вот также в проблеме аренды квартиры у нас также идут еще онлайн-покупки, то есть посредством сети Инстаграм. Да, онлайн-покупки, онлайн-услуги сейчас постоянно попадают на уловки мошенников. Туда входят покупки разных сотовых телефонов, одежд, или же аренда не только квартир, коттеджей, офисов. Есть варианты, которые можно будет через знакомых найти. Лучше физический контакт. Поехать, посмотреть, увидеть, удостовериться, что непосредственно хозяину, который вам сдает, составить договор. Самый идеальный вариант, конечно, расчет на месте. Да, когда ты пришел, вот она квартира, вот они ключи, они могут показать документы, и ты в этой ситуации Да, соглашусь. можешь быть более спокоен. Конечно, здесь есть один большой нюанс. Люди, когда с других городов, скорее всего, он не будет приезжать сюда и где-то селиться в гостинице, а потом искать квартиру. Люди хотят дистанционно забронировать. Но в этой ситуации мы должны понимать, что есть риск. И если мы вернемся к интернет-покупкам, мы знаем, мы неоднократно правоохранительные органы об этом сообщали в этом году, что это один из самых распространенных видов мошенничества, да, потому что люди уже, во-первых, привыкли покупать онлайн. Это всегда удобнее, да, то есть тебе не нужно никуда ехать, особенно вот в таком мегаполисе, как Алматы, не просто передвигаться там в час пик, именно по времени, да. И люди привыкли уже так покупать. Мошенники, пользуясь спросом на онлайн-покупки, конечно же, там уже давно присутствуют. Вот, и в этой части, кстати, мы в том числе хотим помогать органам полиции. Вот у нас есть специальный проект «Сапаса УДА». На нем мы стали формировать черный список онлайн-магазинов, в которых мы видим признаки мошенничества, либо по которым уже мы определили, что это мошенники, с дроперов взыскивали деньги, да, максимально вскрыли информацию. Там мы обязательно укажем в ролике ссылку и готовы с подачи органов правопорядка тоже пополнять этот черный список, потому что у вас тоже огромное количество информации. И чтобы эту информацию доносить до людей, мы обязательно отреагируем и всячески будем помогать. Это, кстати, касается и в случае необходимости, если люди обращаются, бывает такое, что люди просят у полиции то, чего полиция не имеет права делать, там, защитите права потребителей, допустим. Да, Да, есть такое. вы можете спокойно к нам людей отправлять, и мы будем консультировать, где нужно будем подключаться в качестве представителей в судах. Мы входим в официальный список Министерства торговли как организация, осуществляющая медиацию с продавцами, в частности. И если непосредственно к онлайн-покупкам подойти, то основной источник мы знаем, да, в основном это Инстаграм. Мы предлагаем людям, каким образом покупать в Инстаграм. Первое, там есть, когда смотрим магазин, есть 3 точки, кликаем, открывается информация об аккаунте. Смотрим информацию об аккаунте, если местонахождение не Казахстан или не указано местонахождение, очень часто мы видим Россия, Украина, Эмираты, Соединенные Штаты и так далее. Да? Сразу задайтесь вопросом, где вы этого продавца будете искать, если аккаунт находится не в Казахстане. Если мы видим, что там есть еще строчка «Общие подписчики с другими аккаунтами», и указываются аккаунты и какой процент подписчиков с этим аккаунтом общий. Отсюда можно сделать вывод, что какие-то аккаунты с большим количеством подписчиков помогали накручивать подписчикам вот этому аккаунту, который якобы магазин.
Соответственно, люди, когда говорят нам очень часто, вы знаете, ну там 50 тысяч подписчиков, я вот доверился, это вообще не есть признак, да. Во-первых, этих подписчиков можно накрутить, ну, совсем за небольшие деньги. И каждого подписчика все равно ты не сможешь проверить, живой это аккаунт или нет. Поэтому вот этот признак, когда мы видим, что кто-то делился своими подписчиками, значит, вот этот онлайн-магазин, так называемый, он, скорее всего, подписчиков накручивал. Следующий признак, там же вот в этих 3 точках, следующая информация важная, есть там строчка, да, сколько раз менялось наименование аккаунта. Если мы видим частую смену наименования аккаунта, это тоже говорит о том, что они могут сегодня под одним названием торговать, потом поменяли название, вышли с другим названием, торгуют. И на самом деле мы это очень часто видим. И еще 2 признака, когда ограничены комментарии, то есть когда человек не может написать свою жалобу или сказать, мне не доставили товар в комментариях. Эта опция тоже сразу понятна, когда вы пытаетесь комментировать посты. Да, ограничена отметка аккаунта. У нас очень много всяких пабликов, которые периодически публикуют информацию о мошенниках. И люди, пытаясь отметить тот аккаунт, который их обманул, не могут его отметить, потому что стоит ограничение. Вот в совокупности или какие-то в комбинации вот эти признаки, они могут говорить о том, что вас пытаются обмануть. И, конечно же, опять мы возвращаемся, как правильно отметили наши коллеги, к цене. То есть, когда нам предлагают iPhone там, в 2 раза ниже, фен Dyson в 2 раза ниже или там существенно ниже рыночной цены. То есть, это те товары, которые пользуются спросом, и ни один предприниматель не будет себе в убыток продавать iPhone или там бытовую технику или одежду дешевле, чем где-то. Да? Поэтому, если вы видите низкую цену и она привлекательна, однозначно следует насторожиться. И еще один признак. Мошенники взяли моду в последнее время указывать в качестве склада или офиса какие-то районные центры, да, вот в частности поселок Достык, Харгос, это все в Алматинской области и так далее, надеясь на то, что люди туда не поедут. И они могут указать, что самовывоз начинается там, с 1 миллиона тенге, с 1,5 миллиона тенге, в зависимости там, от того, как они схему свою видят. Поэтому если мошенники указывают где-то какие-то районные центры в качестве своего склада, сразу следует задуматься, какой предприниматель будет держать склад где-то в области, когда у нас миллионные города и гораздо выгоднее держать здесь склад, чтобы не везти откуда-то, да, в частности в Алмату. Мы совершали специально визиты на вот эти вот адреса, и нам либо подтверждали люди, которые торгуют рядом, что такого магазина нет, вот прям, что вот таких-то ищете? Вы уже 50-й, кто сюда приходит, ищет, да, этих людей. Поэтому сам признак, да, говорит о том, что вас пытаются запутать, чтобы вы не ехали куда-то. И вот, кстати, по цене этим летом социальные сети просто пестрили рекламой. Это продажа мотоциклов, мотобайков. И вот там цены были в 2 раза ниже рыночной. Они прям каждый день пускали рекламу. В WhatsApp у них свой чат. Предлагали по заниженной цене покупку техники. Да. Соответственно, ты делаешь предоплату или даже платишь по счету, и потом тебе придется искать дроперов. Поэтому цена – это очень важный момент вот вкупе с теми признаками, о которых мы говорим. И есть еще признак, все равно рано или поздно этому придется научиться тем людям, которые активно покупают, особенно наши женщины дорогие, ну это активные, да, люди, которые очень активно в социальных сетях присутствуют. Научитесь пользоваться Яндекс.Картинки. Мы находили одежду с магазинов, онлайн-магазинов с Украины, брали фотографии, в Казахстане там продавали женские сумочки, одежду. Оттуда же с курортов на Карпатах брали домики, ставили, что это якобы домики в окрестностях Астаны. И тоже таким образом продавали. Поэтому, видя источник картинки, сразу можно понять, что значит, что у этих ребят на самом деле нет никакого магазина. Еще один признак, мы постоянно стараемся дозвониться на сим-карту. То есть они присутствуют в WhatsApp, они в директе пишут в Instagram, но сим-карты у них отключены там в силу ряда причин, в том числе, что по сим-карте всегда можно вычислить, да, человека. Если на прямой звонок на сим-карту не идет, тоже это еще один признак. Вот. И в совокупности, если вот так вот научиться анализировать онлайн-магазины, конечно же, можно очень серьезно себя предостеречь и совершать покупки более спокойно. Также вот хотел бы отметить, что со стороны полиции сейчас проводятся разные мероприятия по пресечению данных преступлений, а именно интернет-мошенничества. Сейчас блокируются эти же сайты или эти же аккаунты, чтобы не попадали еще больше народу. Но все же мошенникам не составляет труда открыть другой аккаунт. Или поменять название, вот как вы говорите. Поэтому, если аккаунт подозрительный, если вызывает сомнения, то лучше не покупать там. Лучше покупать в проверенных интернет-магазинах. Также совместно с операторами сотовой связи проводится блокировка звонков номеров двойников, чтобы тоже народ не попадал на уловки интернет-мошенников. Да, здесь вот эта инициатива, она хороша, потому что в определенный период прям страну захлестнули вот эти звонки на дом, да, что человек попал в беду, ваш родственник попал в беду, и вплоть до того, что они приезжали за чемоданом, за деньгами, в наглую забирали наличными. И здесь, конечно же, нужно быть готовыми к тому, что они все переходят в мессенджеры, но в любом случае при подозрительных звонках, во-первых, блокировка происходит, если уже кто-то там как-то дозвонился и требует, бывает вот как, начинается истерический крик,
срочно, и якобы там дочь чья-то попала там условно в аварию, и дайте деньги там и так далее, да. Конечно же, здесь нужно сразу прерывать звонок и непосредственно перепроверять у своих близких людей, что случилось, на самом деле ли это так. Вот поэтому здесь, да, этот вопрос решается техническим путем, но учитывая, что мы должны быть готовы, что они все равно могут через WhatsApp и прочие мессенджеры дозваниваться, да, люди должны быть готовы по одной простой причине, потом, ну вот, от полиции требовать поиска этих людей, которых вы сами не знаете, да, откуда за границей был звонок, но это однозначно долгая и, скорее всего, неблагодарная, да, работа будет. Поэтому предупреждение, вот то, что органы полиции беседы проводят, встречаются с людьми, очень полезно. Мы к этой работе тоже с вами готовы подключиться, чтобы, если например, в какой-то аудитории возникают непрофильные вопросы, мы максимально помогли и как бы вашими помощниками стать, скажем так. Вот. И еще добавлю по поводу аккаунтов, вот очень правильную тему затронули. Выходит очень часто реклама. Хочешь заработать на своем аккаунте в Instagram, обращайся к нам. И в процессе человеку обещают заработок, якобы этот аккаунт нужен для рекламы каких-то товаров, каких-то блогеров там и так далее. Просто потом, получив пароли от этого аккаунта, человека, грубо говоря, в блог ставят, его вот эту аудиторию, которая у него есть, начинает дальше накручивать, докручивать, и там самое главное история аккаунта, да, появляется. Мы же очень часто можем видеть, что данный там Инстаграм-магазин появился, грубо говоря, вот в этом месяце, да, и фотографии они напихали за месяц, ну, точно не имеет смысла, да, с этим связываться. А такие старые аккаунты, 2012 года мы видели, 2016, опять же, у людей доверие вызывает. Поэтому помните, да, уважаемые зрители, о том, что если вы вот таким вот образом пытаетесь заработать, сдать свой аккаунт там якобы кому-то в аренду для заработка, скорее всего, ваш аккаунт будет использоваться для обмана людей. Поэтому нужно к таким вещам очень ответственно относиться. И еще один случай. Буквально на прошлой неделе взломали очень крупного блогера, у него там почти 600, под 700 тысяч подписчиков. Взломали его аккаунт, и у него в био-аккаунте, в этом информация об аккаунте, разместили ссылку «Розыгрыш». Это сайты однодневки, люди просто кликают, им выходит, что они выиграли $3000. Чтобы их получить, необходимо сделать конвертацию. Для того, чтобы сделать конвертацию, необходимо вбить данные своей карты. И прям фишинговая ссылка выходит, люди вбивают туда данные, секретный код. Еще и 47 тысяч они отправляли якобы за конвертацию этой суммы. И получается, он и деньги теряет, еще и данные карты отдал. Да? Поэтому в этой ситуации, ну, для любителей розыгрышей, уважаемые друзья, тогда нужно хотя бы уметь отличать фишинговую ссылку от каких-то настоящих ссылок. Да? Если вам предлагают заполнить данные вашей банковской карты с полным кодом на каком-то сайте, хотя бы нужно посмотреть, что это за сайт, потому что есть, когда мы можем делать платежи законно, это защищенные системы, да, а мы видели, что это просто сайты однодневки вот в этом месяце созданы, и они их постоянно меняют. Вот, поэтому любители розыгрышей, это, ну, скажем так, первая группа аудитории, да, которая подвержена сливу персональных данных, потому что они заполняют все время какие-то свои данные на разных розыгрышах, там, начиная от айфона, заканчивая квартирами. И, во-вторых, они могут очень быстро потерять деньги, да, при вот таких схемах, потому что с их карты потом будут совершаться, скорее всего, онлайн-покупки неизвестно кем. Вот, поэтому это что касается... Дополнительно, да, даю информацию о аккаунтах и что не стоит давать в аренду и так далее кому бы то ни было, потому что вы становитесь инструментом обмана просто. И у нас остаются в стране обманутые люди, а потом органы крайние. Вот вы не нашли там каких-то мошенников, но извините, вы сами отдали аккаунт в аренду, сами слили свои данные, не разобравшись, да, прям желая быстрых заработков. Ну, здесь, грубо говоря, вопрос, я считаю, что нужно вернуть уже к аудитории, потому что мы эту историю с мошенничеством уже последние 3 года, она с первых строк не сходит. Ну, людям все равно нужно научиться. Хотелось бы еще добавить к этому, хоть это будет съем арендных квартир, хоть это будет покупка, онлайн-покупка, или же вот розыгрыш в соцсетях, ни в коем случае не отправляйте свои документы, удостоверение личности или водительское удостоверение. Отсюда и уходит слив данных наших же граждан. Или же вот бывают случаи, мошенник берет удостоверение одного потерпевшего, отправляет эти же данные другому потерпевшему, чтобы второй потерпевший думал, первый потерпевший у нас подозреваемый. Поэтому население вводит в заблуждение. Поэтому советуем ни в коем случае не отправлять свои же данные других лиц по соцсети. Да, и здесь могу отметить, что вот таких случаев, о которых коллега наш говорит, их огромное количество. И мы это видим, в частности, по мессенджеру Telegram, да, где
предлагая быстрые заработки, инвестиции, для того, чтобы вызвать доверие людей, я тебе вышлю свое удостоверение. И показывают, да, удостоверение. Это бывает удостоверение комбинировано. Могут показать настоящее удостоверение, могут отфотошопить, приписать туда другое имя, но сам факт, это однозначно есть. И потом самое печальное то, что люди начинают искать того человека, который на документах, как вы говорите, а он вообще, скажем так, условно ни при чем, только где-то предоставил свои документы опрометчиво. Да? Вот, поэтому для тех, кто... Ну, к сожалению, люди по ряду причин там вынуждены искать разную работу. Если вы ищете работу или какие-то заработки в социальных сетях, и вам обещают быстрые заработки и с легкостью демонстрируют удостоверение личности и какие-то еще лицензии, здесь однозначно насторожитесь, потому что зачем вы нужны со своими там 20-10 там, тысяч тенге в Telegram, да, вам обещают приумножить вклад ваш там в десятки раз. Если бы это было реально, туда бы очередь стояла из всяких инвестиционных фондов, которые миллиардами бы вкладывали, чтобы приумножить свой капитал вдвое. Вот просто задумайтесь об этом. И, к сожалению, мы видим очень часто мошенники, это, кстати, всей Центральной Азии касается, прикрываются религией. Да? Они там цитируют священные писания, могут одеваться в соответствующую одежду и якобы предлагать свою братскую помощь для того, чтобы люди закрыли кредит, ипотеку там, и так далее. Однозначно здесь следует насторожиться. И ну, просто тысячи людей уже потеряли свои деньги, а схема там построена так, что сначала ты отдаешь маленькую сумму, и через определенный алгоритм в итоге ты отдаешь миллионы. Да? Потом поиск этих денег, запросы в банке, это все время, это все нервы, это все отвлечение, в том числе правоохранительных органов от таких вещей. Поэтому мы вот еще раз, да, подчеркиваю, что нужно научиться уже самостоятельно отличать мошенник не мошенник, для того, чтобы в такие ситуации не попадать. Почему? Потому что одна-две вот таких опрометчивых сделки человека могут откинуть на десятки лет просто в кредитную кабалу и даже лишить жилья. Поэтому будьте очень аккуратны. Да, очень хорошо подмечено. То есть, получается, граждане могут сами себя обезопасить, хотя бы придерживаться таких вот элементарных правил, то, что, как вы сейчас подробно рассказали про Инстаграм. Куда нажимать, куда именно заходить, как проверять, про Яндекс.Картинки, про те же самые меры предосторожности. То есть, повторюсь еще раз, что профилактика – это, скорее всего, лучшая борьба с мошенничеством, и что гражданам необходимо, конечно же, на это особое внимание уделять и никогда не поддаваться на их манипуляции, религии и всем подобным на свете. Ну, это у нас закон жизни, да, такой. Условно говоря, если человек усиливает свой иммунитет, скорее всего, к нему какая-то инфекция будет меньше приставать, да. И, соответственно, если человек минимальные правила безопасности соблюдает, правильно отвечает на звонки или вообще на них не отвечает, перепроверяет информацию, может покупать онлайн-покупки, потому что он смотрит цены, смотрит вот эту информацию, это все лишний раз дает ему возможность заниматься своими делами, а не поиском каких-то мошенников и обвинению там кого-либо, да, что кто-то там свою работу не сделал. И, конечно же, вот мы как общественники вообще заинтересованы, чтобы максимально снизить вот этот, он есть этот уровень напряженности, что а куда государство смотрит там и так далее. Но учитывая, что огромное количество данных уже скомпрометировано, да, мы знаем, что очень часто это частные компании допускали утечку, их там штрафовали микрофинансовые организации, большие там сетевые магазины. В этих условиях мы должны понимать, что защита самого себя – это вот первый способ, от которого нужно отталкиваться, потому что рядом с каждым человеком, у которого есть смартфон, мы не можем поставить полицейского. Да? Да, это, в принципе, утопическая, да, ситуация. Поэтому вот вместе мы вот этот информационный фон должны менять и максимально аудиторию освещать. И мы, как общественники, я говорю, заинтересованы в полной поддержке наших правоохранительных органов, для того, чтобы уменьшить этот поток обращений к вам. Спасибо. Вот со стороны полиции также, вот что в режиме онлайн, совместно с общественниками начинаем это, не начинаем, мы продолжаем эту работу всегда на постоянной основе. Также мы делаем информированные буклеты, то есть те же самые плакаты маленькие, мы развешиваем их по всем подъездам, по всем раздаем людям, проводим встречи с населением, также им все это выдаем. Вот насчет видеосвязи также это тоже очень опасно, потому что злоумышленник может считывать биометрию, если он видит. То есть это тоже очень опасно, и не стоит вообще включать видеосвязь при диалоге. И, наверное, самый такой отдельный совет – вообще не вести диалог, а просто класть трубку. Это 100%, особенно впечатлительных людей нужно уберечь от лишних разговоров с незнакомыми людьми. Да? То есть там слово за словом, и этот диалог может превратиться потом в беду. Поэтому прерывается звонок, если звонящий сообщает, что он сотрудник правоохранительных органов, фамилия, имя, отчество, какой орган именно. Да? Вот последний мне, когда был звонок по видеосвязи, якобы КНБ, я говорю, сейчас я к вам приеду, дайте адрес.
вот они сразу, понятное дело, потерялись. Да, да, вот это вот очень верно подметили. Именно когда просишь адрес юридически там приехать, все сразу же нет, мы только в режиме онлайн. Вот это самая тоже такая вот как бы предосторожность всех граждан, что они обращали внимание на местоположение, то есть на адрес, есть ли он или нет. Вообще не разговаривать в таком случае. Лучше вообще не разговаривать, фамилию, имя, отчество взял и перепроверяешь. Это максимум, что нужно сделать, да, но все беседы, скорее всего, впечатлительных людей могут привести к тому, что его запугают, скорее всего, да, и склонят к тому, что он пойдет сам своими руками кредиты оформлять. Вот, поэтому органы, правоохранительные органы, если кто-то попадает в орбиту досудебных расследований по уголовным делам, они через повестку вас пригласят к себе для того, чтобы получить какие-то пояснения. Никто не будет вам звонить по видеосвязи, якобы в форме, там, с гербами и, условно говоря, вести беседу без протокола, без соблюдения всех процессуальных форм. Здесь, конечно, сразу нужно прерывать связь и все, до свидания. И, кстати, про адреса, это очень такая интересная история, потому что они на самом деле на адресах начинают буксовать. Мы неоднократно имели разговоры с мошенниками, предлагающими заработки. Они прикрываются всеми возможными и невозможными брендами, да, там, начиная с американских, заканчивая нашими казахстанскими. И в беседе они начинают озвучивать, что мы партнеры там, вот такой-то компании. И мы говорим, нас не интересует, чьи вы партнеры, где ваш адрес. Они начинают говорить, вот находимся, почему-то, кстати, Байзакова 280, вот эти Байзакова 280, две башни большие, постоянно вот этот адрес называют. А у меня раньше там офис был. Я говорю, хорошо, какой этаж, что там находится, да, что ты в окно видишь. То есть вот есть такие моменты, да, когда они начинают, я вижу Алмату в окно. Ну, то есть люди не ориентируются географически, очень часто не ориентируются в географических названиях наших и адресах. И если вам предлагают заработки, сразу скажите, а можно я к вам приду? Да? Вот я нахожусь в Алмате, или вот Алмата, Астана, Атырау, 3 города, которые постоянно там звучат. Они говорят, мы принимаем людей раз в квартал, или мы принимаем людей, которые хотят сделать вклад свыше 10 тысяч долларов. Все. Дальше не разговаривайте, да. То есть, если так называемый брокер или так называемая какая-то компания, которая вам предлагает заработки, не хочет с вами встречаться, но хочет, чтобы вы сделали какой-то вклад, с ними вообще не общайтесь. Они вам будут говорить, что, ну что там у тебя все равно 20-30 тысяч тенге, что ты ради этих денег к нам поедешь? Да, поеду. Почему? Потому что 20-30 тысяч тенге это просто наживка, которая потом увеличивает, там нули просто добавляется, потому что алгоритм настроен так, чтобы человека выкачать как можно больше. Поэтому проверка адресов, в том числе через устный вопрос, а где вы находитесь, я к вам приеду, она практически 99% дает возможность сберечь ваши деньги. Вот также хотелось бы отметить, вот как вы говорите, перепроверить. Каждый звонок лучше перепроверить, если вы сомневаетесь. Вот, например, позвонили сотрудники Комитета национальной службы безопасности, попросите данные этого человека, который позвонил, и положите телефон, там, паниковать, нервничать, ничего не надо. Перезвоните в этот же орган, уточните, работает ли такой вот сотрудник. Если нет, то это же, понятное дело, мошенник. В этом же случае, даже если возьмем сотрудников банков, службы безопасности представляется. Узнайте, какой именно банк, название, фамилия, имя, отчество сотрудника этого банка. Положите трубку, они будут давить на вас, будут, что этот критический случай, срочно будут настаивать, что вы телефон не брать. Да, всякие документы будут высылать. Лучше перепроверить. Также позвонить в этот же банк, удостовериться, что действительно работает или же не работает. И хочу даже, вот, как вы и говорите по видеозвонку, никакой сотрудник полиции, ни другой госорган, служащий не будет звонить по видеозвонку и тем более требовать деньги, пересылать эти же денежные средства в другие непонятные счета. Таким путем вы просто потеряете свои денежные средства. И вот хочу тоже добавить, запугивание, почему люди очень часто покупаются, потому что им показывают фиктивные документы там, с гербовыми печатями, на фирменных бланках, там вплоть до того, что имя, фамилия, отчество человека самого указано. Опять же, никакой государственный орган не будет вам через WhatsApp высылать такого рода документы, потому что вы должны явиться, вас должны с процессуальными документами ознакомить, особенно если вам говорят, что вы фигурант там, уголовного дела, да, там вообще процедуры такие достаточно жесткие и понятные. Да. Не верьте документам, которые вам по WhatsApp высылают, там, вплоть до того, что есть лица людей, которые на фотобанках можно найти потом. И есть штрих-коды, штрих-коды не применяются нашими государственными органами, у нас есть QR-коды, через эти QR-коды все документы можно проверить. У нас насчет этого очень много роликов, мы вот специально покажем тоже, где их можно посмотреть. Максимально мы собрали документы, которые используются мошенниками. Как правило, это якобы служебные удостоверения
сотрудников Национального банка и служебное удостоверение, почему-то, я не знаю почему, Комитета национальной безопасности, и в том числе постановление о возбуждении уголовного дела тоже там на бланках якобы Комитета национальной безопасности. В это не верьте, потому что Комитет национальной безопасности, у него вообще другие там функции и полномочия, скажем так, непосредственно с мошенничеством, борьбой с мошенничеством, как они, мошенники, говорят, это подследственность, вот, в частности МВД. Комитет национальной безопасности этим вопросом не занимается. Соответственно, эти звонки все эффективны. Вот такой вот вопрос, да, еще. Вот я сама вот лично видела в Инстаграме реклама. Возьмем вашу карточку в аренду за большие деньги. Это как бы считается, что все мы знаем, кто такие дроперы, как этим пользуются злоумышленники. А люди наивные на это все ведутся, на перевод счетов, перевод денег, дают свои карты как бы в эту плохую схему. И объясните, пожалуйста, по поводу вот этих вот дроперов. Да, сейчас в разных соцсетях, в интернет-пространстве очень много реклам, где предлагают поработать курьером или же передать свои банковские счета для заработка. В этом случае категорически запрещается передавать другим свои карточки, банковские карточки, или же, скажем, работать курьером. Это же подразумевает дроперы. В этом случае, вот когда звонишь, говорят про дочь попала в ДТП, родственник попал в ДТП. В этих случаях, вот как вы говорили, приходили курьеры, забирали денежные средства и отправляли в другие счета через банкоматы, или же передавали другим курьерам, таким образом, чтобы запутать полицию. Я здесь добавлю, можно, вот очень, на самом деле, вы болезненный вопрос затронули. Люди, казахстанцы наши, очень часто почему-то воспринимают как возможность получения пассивного дохода, когда ты отдал свои персональные данные, доступ к платежным системам, да, у многих банков эти платежные системы есть, которые обслуживают предпринимателей, и вот я получаю с этого процент. Нужно понимать, что если вы отдаете свои реквизиты, вот в частности ИП, для вот таких инстаграм-магазинов, через которые обман происходит, да, все сделки совершаются, по сути, от вашего имени. У нас есть уже 2 решения суда, которые выносили военные суды. То есть ребята, находясь на срочной военной службе, открывали на себя ИП, передавали доступы мошенникам, и потом выяснялось, что там вот по известной схеме людей обманывали, и нам приходилось их как дроперов привлекать в суд, и в военных судах с этой историей тоже разбираться. Вот, кстати, они все погасили то, что, ну, по крайней мере, мы требовали в пользу пострадавших. Передавая данные банковских карточек вот по таким объявлениям о заработке или передавая доступ к платежным системам, вы на самом деле нарушаете условия договоров с банками. То есть там это все прописан запрет на передачу любых данных третьим лицам. Это факт. Сейчас, я, насколько знаю, Мажилис будет рассматривать законопроект о введении юридической ответственности для дроперов. На данный момент, я, насколько знаю, рассматривается вариант административной ответственности, хотя я склонен к тому, что необходимо дроперов разделить на студентов, пенсионеров, через которых прошли там какие-то маленькие суммы, и через тех дроперов, у которых там миллионы проходят по счетам, и они приходят в полицию и начинают на допросе рассказывать, что он не знал там и так далее, да, хотя это одно и то же лицо. И здесь вот хотел поддержать полицию, потому что в прошлом году на парламентских слушаниях вице-министр сказал, что со стороны МВД поправки для корректировок соответствующих статей и введения уголовной ответственности для дроперов были подготовлены. Посмотрим, какая будет норма. Я сторонник того, чтобы отделить профессиональных дроперов от случайных, грубо говоря, людей, и профессиональных дроперов нужно наказывать более тяжелыми санкциями по той простой причине, что если штраф будет ниже, чем маржа, которую получают вот преступники вместе с дроперами, то они будут просто закрывать эти штрафы, платить и действовать дальше. И мы таким образом как бы легализуем дроперство, да? И у нас вот эти непрофессиональные дроперы начнут мигрировать туда. А почему бы нам не делать так, если в принципе закон позволяет через штраф откупиться и действовать дальше? И тогда этот поток, опять же, весь пойдет в полицию, да, то есть поток пострадавших, ну, будем накладывать на людей штрафы, а дроперство все равно будет процветать. Поэтому в этом плане, конечно, хотелось бы более жестких мер, потому что это все равно касается финансов, все равно касается не просто интересов одного человека, а огромного количества людей, да, которые могут пострадать от умысла, да, вот этого одного человека. Я сейчас не говорю о тех людях, которые случайно или какие-то минимальные суммы прогнали. Вот на это бы тоже хотелось обратить внимание. Незнание как бы не освобождает от ответственности, от уголовной ответственности, от административной ответственности. Также с сотрудниками служб безопасности банков и с полицией проводится блокирование счетов именно дроперов. Хотел просто предупредить, что вот если тоже заблокируют ваши счета, это тоже большие неудобства. Вот это очень хорошее замечание, кстати, большое спасибо вам. Сейчас вот очень вплотную несколько государственных органов и банки занимаются созданием антифрод-центра. Ну, он по сути создан, и сейчас под него методология вся подводится. И скорее всего счета людей, у которых будут подозрительные операции, да, вот такого рода, банки сейчас это пропишут на уровне там своей документации, они будут просто блокироваться. Поэтому если вы, грубо говоря, будете отдавать свои карточки и счета кому-то в пользование, а потом вам нужно
нужно будет купить хлеб, проехать где-то на транспорте, Да. сходить в аптеку, не удивляйтесь, если ваш счет будет заблокирован и у вас появится головная боль, там, общение с банком срочно, чтобы получить там какую-то мизерную сумму. Поэтому об этом тоже нужно задуматься и помните, что в первую очередь по вашим интересам потом прилетит обратка. И вот, коллеги, если позволите, хотел бы предостеречь наших вот старшее поколение, пожилых людей, людей пенсионного возраста, предпенсионного возраста. Постоянно выходит реклама в социальных сетях о том, что проверь, начислено ли тебе социальное пособие, или государство раздает какие-то пособия, да? Государство делает какие-то гарантированные выплаты. Там на баннерах могут присутствовать, опять же, реквизиты, государственные символы или какие-то политические наши государственные служащие. Все сводится очень к банальному. Вы, купившись на то, что вам якобы полагается пособие, проходите по ссылке, начинаете заполнять анкеты, и в одном из окошек там выйдет «вбейте свой ИИН», вы вобьете туда свой ИИН, и машина, грубо говоря, там алгоритм покажет, что вам полагается 1,5 миллиона тенге. И дальше уже вас переведут на фишинговую ссылку, где нужно забить данные своей банковской карты. И опять же здесь происходит утечка данных, и в итоге произойдет хищение денег с вашей банковской карты. Поэтому помните, что государство не дает никакую рекламу в социальных сетях для того, чтобы выплатить вам пособие. У нас есть ЕГОВ, у нас есть Инбек-КИЗ, у нас есть специальные службы в местных при акиматах. Все пособия нужно уточнять только непосредственно у государственных органов. Никакая реклама, никакие веб-сайты к этому не имеют отношения. Мы проверяли эти все веб-сайты, зарегистрированы они где-то за границей, и государство просто так не действует. Поэтому, уважаемые наши старшее поколение, будьте, пожалуйста, внимательны, не оставляйте там свои данные. И если вы хотите проверить ваше право на какие-то государственные выплаты, делайте это только через государственные органы. Лучше туда пройти, проехать и потратить на это время, но вы, по крайней мере, будете уверены в том, что вам полагается и то, что нет. И выплаты так просто автоматически, вбив свои данные банковской карты, они государством не одобряются. Каждая выплата, каждое пособие – это пакет документов, а полагается ли вам это пособие, да, имеете ли вы право на это, обладаете ли вы специальным статусом или нет, это государство должно проверить, прежде чем из каких-то государственных денег вам будут выделяться соответствующие выплаты. Поэтому, пожалуйста, в социальных сетях не покупайтесь на такого рода рекламу и не оставляйте там свои данные. Все верно подметили. Еще хотелось остановиться, что государство к нам, конечно, идет навстречу в плане цифровизации. У них также имеется очень много удобств, тех же приложений, ЕГОВ на то пошло, e-обращение. Также государство, также имеются горячие линии, то есть можно позвонить и также узнать, проконсультироваться, проехать, и это все уже на месте, все это узнать, решить, есть ли там что-то, да как. То есть, получается, гражданам необходимо это быть подкованными всегда, знать свои права, знать свои обязанности, знать все официальные, просто можно проверить, если это попались на какое-то действие. И по этой теме те же самые онлайн-покупки, как мы говорили, те же самые пособия, те же самые банки. Можно это проверить на официальном сайте, найти телефон горячей линии, перепроверить, перестраховаться. Но никогда не решать сгоряча, никогда не брать и не пересылать никому свои данные. Это очень опасно. Потом это, конечно, будет чревато. Потом еще хотелось бы отметить такую тему, что когда люди попадаются на такие уловки, все равно же попадаются, они обращаются уже к юристам, которые готовы вернуть их деньги, которые оказываются теми самыми же мошенниками, правильно? Да. То есть здесь то же самое нужно будет брать и также не доверять в обычном гугле в поисковике, что там уже нашли какого-то юриста, он вам поможет. Это тоже очень опасно. И вот эта вот взаимосвязь полиции с гражданами, вот это должна быть, конечно, идти систематически на постоянной основе. И мы всегда вот тоже готовы вместе так сотрудничать и дополнять друг друга новым дополнительной информацией, дополнительными новыми консультации, дополнительными советами и мерами безопасности. Вот здесь бы хотел добавить, что специально для защиты казахстанцев введена вот эта в ЕГОВ кнопка о запрете оформления кредита. Все, кто, скажем так, не собирается брать кредит или собирается брать кредит, но получает всякие подозрительные звонки, лучше активировать эту функцию, и она вас будет защищать от каких-то, скажем, мошеннических процедур. Это на самом деле на сегодняшний день работает. И вообще в целом хочу казахстанцам как есть сказать, да, мы уже давно, вот наши проекты давно занимаются помощью потерпевшим в самых разных ситуациях, и финансовой пирамиды, и мошенничества. И, к сожалению, очень многие люди продолжают делать одно и то же. Да? То есть сегодня вложился в один лохотрон, завтра в другой. И человек, который делает одно и то же, он не может рассчитывать на какой-то другой результат.
Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, перепроверяйте информацию. Сайты банков есть, колл-центры банков доступны, колл-центр всех ЦОНов доступны. Да? Перепроверяйте там информацию. Почему? Потому что если у вас есть смартфон и доступ к смартфону, это не только ваши права на информацию, это уже ваша ответственность за самого себя. Это то же самое, как у вас есть автомобиль или какое-то оружие огнестрельное, вы за него отвечаете как владелец. Поэтому ваш смартфон, он тоже ко многому вас обязывает. Будьте аккуратны в этом плане. И вот здесь хотел бы, чтобы мы с коллегами затронули еще вот ту тему по продлению сим-карт, когда якобы от мобильных операторов происходят звонки для того, чтобы якобы продлить сим-карты. Да, есть такие моменты. Практически все пользуются сотовыми телефонами, сотовыми операторами, и каждый может быть жертвой мошенников. Поэтому хотелось бы предупредить то, что срок действия сим-карт не бывает. И операторы сотовой связи не звонят вам и не предлагают продление этих ваших абонентских номеров. И вот звонят мошенники, говорят, что вы продлили на определенный срок, там, на 5 лет, на 10 лет. Потом люди ведутся в это и говорят, да, хочу продлить на 10 лет, там, на постоянной основе. И говорят, хорошо, мы тогда вам отправляем смс, продиктуйте там код. Хотя код приходит, и там написано, никому не сообщайте этот пароль, этот код. Получение после этого кода, эти же мошенники пользуются вашими данными через ЕГОВ, через определенные государственные сайты и получают ваши все данные. И, естественно, уже оформляют кредиты и получают все ваши денежные средства. Да, вот здесь хотел бы добавить, как это в нашей ситуации проработалось. От моего бывшего коллеги, очень уважаемого человека, приходит сообщение, что якобы я был в КНБ, и проходит какая-то проверка по нашему предыдущему месту работы, и я в каком-то списке, поэтому тебе будет звонить с КНБ сотрудник и задавать там какие-то вопросы. Вот. Когда этот так называемый сотрудник КНБ стал ко мне звонить, он стал мне задавать вопросы, были ли у вас какие-то подозрительные звонки до этого, кто-то у вас, может быть, спрашивал коды, кому-то вы до этого, может быть, раскрыли информацию. И как раз вот за день до этого был звонок якобы с Билайн. Мы звоним вам с Билайн, продлите сим-карту, сообщите пароль. И получается, что они подводят человека вот к следующему разговору. И в процессе вот якобы с КНБ, якобы, да, он говорит, на вас открыт счет в Форте-банке, через него прошли деньги в Россию, и это что-то там связано с террористической деятельностью. Поэтому все, сейчас вы под колпаком, будем вас проверять и так далее. Вы разгласили где-то пароль. И вот этот разговор с Билайном они подвели вот под эту историю. Представляете? Да. То есть это многоходовка такая. Поэтому здесь однозначно вот обращайте на это внимание, все подозрительные звонки, как мы уже говорили, берите эту информацию, кто такой, откуда адрес, и перепроверяйте там, никакой информации на вход не выдавайте. Теперь, каким образом у них оказался мой номер телефона? Я в процессе разговора с этим так называемым сотрудником пишу тому коллеге, он говорит, меня взломали. То есть ему пришла фишинговая ссылка на WhatsApp, он ее имел неосторожность, видимо, кликнуть. Это, скорее всего, было голосование за человека, проголосуй за мою там дочку в конкурсе там по песнопению или танцам. Как правило, это так выглядит ссылка. Человек, кликая на эту ссылку, теряет доступ к своему мессенджеру. И еще один способ, когда тоже вам могут от мобильного оператора позвонить. Мне это было в мессенджере Сигнал, мне пишут, что мы очищаем мессенджер Сигнал от мошенников, и вам нужно подтвердить, что вы реальный пользователь, сообщите код. И это я в Сигнале вижу, а код мне приходит в Telegram. То есть, если я им сообщаю этот код, они меняют мой номер телефона в Telegram на свой, и моей телефонной книгой могут пользоваться. То же самое и по WhatsApp. Поэтому дать доступ вот таким вот образом к своим мессенджерам, это полностью раскрыть свою телефонную книгу, и, соответственно, потом приходит, займи мне 100 тысяч, займи мне 50 тысяч, там и так далее. И вот эта схема, это работает вот таким вот образом. Спасибо вам за приезд, спасибо за такую познавательную беседу. Работа общественников с полицией – это очень важно для граждан. Это большая такая обширная информация сейчас поступила, очень познавательно. Так что, уважаемые зрители, уважаемые жители, просим вас быть очень осторожными, повышайте свою финансовую грамотность, обращайтесь в любом случае в полицию, в органы полиции, в общественные объединения также. Быть защищенными – это в первую очередь должна быть ваша финансовая культура повышенная. Такие встречи мы, конечно же, будем проводить на постоянной основе, потому что это все новые схемы, новые подробности, новые решения, новые выходы. И, так сказать, профилактика всегда должна быть и иметь место в современном мире. Всего вам доброго. Уважаемые коллеги, большое спасибо за приглашение. Приятно, что вот наши органы полиции открыты для общения.
проводит большую работу просветительскую. И со своей стороны хотел бы сказать, что мы всячески готовы содействовать для того, чтобы вести профилактику мошенничества финансовых пирамид, повышать финансовую грамотность и потребительскую грамотность. В любых мероприятиях мы готовы участвовать. Если к нам возникают вопросы с точки зрения защиты прав потребителей или необходимости взыскания денег с дроперов, всегда можете к нам присылать людей, мы помогаем. Наши проекты это делают бесплатно, так как это социальные проекты. Вот. Наши проекты нацелены на то, чтобы помогать укреплять репутацию правоохранительных органов среди казахстанцев, потому что огромная невидимая работа на самом деле делается. Вот, мы, как общественники, стоим рядом и готовы всячески содействовать. Тағы да айтып қосарым, егер сіздерге алаяқтар звондайтын жағдайда, жаңағы өзін ұлттық қауіпсіздік комитетінен деп таныстыратын болса, немесе жаңағы байланыс жүйесінің операторы ретінде болып, солай болып өздерін таныстыратын болатын болса, қазақша сөйлесіп көріңіздер. Себебі көп басқа елдерден қоңыраулар келеді. Сіздерге рахмет. Осындай проект көп болғаны дұрыс деп ойлаймын. Себебі әрбір қазақстандық, әрбір Қазақстанның азаматы осындай проекттерді көп көрген уақытта қорғалған болады деп ойлаймын. Және өзінің ақшаларын және өзінің заңын біліп жүреді деген ойдамын.